Короче, идея такая. Мы вдвоем на ослике сможем прокатиться? Да. Вот с ним вдвоем. Но немного. Да, там пару секунд, 10 секунд. Он выдержит точно? А нас с живодером не обзовут? Возможно, обзовут. Обзовут? Нет, правда, да? У нас, получается, ослик не Если может только по одному. Нет, нам для этого Саш, чтобы двое были, сидели. Ну, так-то на 10 секунд ничего с ним не случится. Не случится? Главное не прыгать. Да. Аккуратно. А мы сможем проехать по проезжей части? Вдоль проезжей части. Да. Сможем, да? Мы сможем прикрепить вот эту шашку на ослик? А куда вы ее прикрепим? На голову. Давайте попробуем. Жалко, конечно, осликов. Простите, товарищи ослики. Мы вас постараемся долго не сидеть на вас. Хинися кила. Мен 62-63. 62-66? Ай, ну 100 килограммов, короче, будет общий. 100 килограммов Ну, общие. да, норм. Норм? Граница 50, Точно? да? 40. Смотрите, товарищи защитники животных. 100 килограмм, говорит, ослик может поднять. Может поднять, да? Может, да. Да. Мы 5 секунд только на нем посидим для ролика. И все. Пожалуйста, не надо хейтить нас, писать там всякие плохие комментарии. Моторга на комментарии Да. рядом. Блин, мы ему хотя бы морковку ничего не принесли. Он это вафли не кушает случайно? Вафли нет. Морковка, яблоки. Чего Ладно, мы я не потом взяли? привезу. Он привезет. Хорошо. Только привези. Я. Беру упаковку Мен сниму морковки. вам. Да, ладно. Мы обещаем. Хорошо. Морковку упаковки привезем. Вот так. Как зовут? Моисей. Моисей. Хороший. Ты, если что, можешь рукой же придерживать потом. Могу? Да. А я, кстати. И Моисей хороший. Мындай идея энциклопедия. Все креативные идеи приходят мне на ум по утрам, когда я хожу на беговой дорожке. Конечно же, я это сперла у казахов. Пока актуально это ширина. Да, пока актуально. Вот успеем, нет. Прикиньте, я вот даже... Я вообще-то вот так вот оделась, да. Думала, женщины-таксисты вот так вот одеваются. Я не Примерно знаю, так. конечно. Салават сказал, А женщины-таксисты в лосинах, велосипедках. На комфорте. Да, на комфорте. Вообще-то в Вайне должна была таксистом быть я. Но я потом переиграла, решила, думаю, немножко Вайн переделать. И решила, что Салават будет актуальнее, потому что Салават как раз-таки подрабатывал на такси. И эта шашка его. Атайын так. Атайын такая. Атаға шылтыраттым, кетірдім, пожалуйста. Ултыртап айтып үйрейін. Таңбалы салсып кеткен да. И поэтому мне тоже әдірек кетірдім. Гениальная идея пришла мне в голову. Вы же знаете, что я очень гениальный человек. И мне приходят гениальные мысли всегда. Короче, за самый смешной, интересный комментарий, написанный к этому Вайну, да, девочки, вас прокатят на ослике бесплатно. Я оплачу эту поездку. Девочки, а где будете катать? На горсовете катаем. Да, на горсовете приходите, скажете, что от башкирской домохозяйки, что вы выиграли, девочки позвонят мне, и если я дам добро, вас на ослике покатают, если вы точно это победите. Короче, вот так вот. Трем победителям я дарю поездку на ослике. Щедро, щедро. Ну че, прикольно же. Вообще классно, А да. что такого? Кто-то на горсовете, может, живет. Балага напкелерда на ослике покатает. Потому что это единственный ослик вообще в Башкортостане. Вот ему охота кататься на ослике. Да. Азалина, қызық комментарийлер еді, ма? Бәлки еңірің. Азалина, хочешь покататься на ослике? Слепень кусает. Кусает? Он что, Слепень. А, я думала... Тормоз. На кадрға айтма түгі. Неге, релсқа. Так, получается, мен шашканы матаем да и... Сумканы бер неге, Азалинаға. Давай. Внимание, дрррр. Он Так, я слушается, да? Сашке, наверное, надеюсь. Ты как-нибудь сам это... Бери, пожалуйста. Да. Лучше придержи. Давай, брата. Ой! Я сама испугалась. Привет, Маша, блин! Он не слушается, короче, ослик нас не слушается, Дарья только слушается. Это очень опасный, оказывается, зверь. Это не зверь, это кто? Это лошадь. Это Моисей, блин. Никулин Башан. И сразу рукой, типа, садитесь, ладно? Да, просто вот так. А ей более-менее. Как снять, скажи? Можете ровнее держать? Чуть-чуть. Типа, не криво, что ли? А ей, вот так. Блин, я не люблю криво. Ладно, бугана так. Вот это
кривый не вкуснее. Мне будем кривой уже. Сейчас еще раз давай попробуем. Ладно, давай. Аля, я люблю кривую щеку. У меня же все У меня штатив такой, да? вот так, да. Давай, сейчас снимаем. Ладно, Пойдет. пойдет. Давай еще раз, ладно. Давай еще раз попробуем. С какой стороны? Дарья, с какой стороны? Упинается! Дарья, упинается! Он напинается, сейчас я А лучше сзади не ходите. Блин, Дарья, он меня не пинет. Нет, он откидывает путь. Сейчас у меня кто-то присведет. Давайте. А если он нас кинет, Дарья? Это моя работа. Ой, это прыгай, что ли? Все, снимаем, давай. Давай, давай. Все, давай, Лин, Алтан, давай. Hay hay salavat doğan ilin kutu. Hay hay salavat doğan ilin kutu. Hay hay salavat başvurdum dırmanı. Hay hay salavat uykaldım dındanı. Все, Дарья, спасибо большое. Рисковать больше не будем, дубль второй снимать не будем, потому что очень страшно. Он высокий. С него- Высокий? Ну высокий же. Не, мне, Когда на него садишься, кажется вообще, что он высокий, бля. Мне одному комфортно, но вдвоем уже немножко страшно. Конечно, страшно. Он еще жалко его, у него спина-то все-таки хрупкая. Прости, Моисей, мы тебе сейчас привезем этот Яблоки и морковки. яблоки и морковки. Вот Салават привезет тебе лично. Ушки на макушке. Видите, ослик стоит. Чуть не сбил ослика, бля. А если бы сели на ту лошадку белую? Ага, я бы не рискнула. Ты что, это вообще ужас какой-то. Дарья, спасибо большое. В смысле? 33 минуты. Полчаса у нас 1500. Ага, ладно, ладно. Сейчас переведем. Спасибо большое. Спасибо вам большое. В смысле, а сюда переведем? Да, скажешь? 5 секундтық байында түшіреді тебе өте страху натерпелись. Чуть астаңғай барманым, бля. А он такой тепленький. Менің де көтелінді прямо. Как раз вы в шортиках Да, вообще. у нас я вообще переоделась, знаете для чего? Потому что Салават сказал, надо выглядеть как таксист. И поэтому я вот так оделась. Я думала, что я буду женщина-таксист, но потом мы, я же говорю, переиграли. Так что комментарии, лайки пишем. Да. Был миллион просмотров было Да. на здесь видео. Выиграете 3 поездки на ослика в горсовете. Понятно? Всё, пойдем. За самые интересные, за самые смешные комментарии. 3 поездки на ослике. Пулёха-муха, мне дорого будет. И одна поездка 30 минут кататься меньяром. Ну, на самом деле, Что-то я, блин, И просто домохозяйка отключит да. комментарий, да? Лучше бы, да, я отключу комментарий лучше. А вы что, девочки, на каникулах, что ли, подрабатываете? Да? А они что, профессионально тоже занимаются, что ли? Пока что еще нет, но Да? А что, смеетесь? А? Бұл біздің башқұрт дегенде. Шуға күле. Ай, мұндайым жүрейім. Мұндайым жүрейім. Іслейім? Неме іштейім? Атта жүрейім. Көп пен төлейдер атта жүргенге. Я қысын айтелі. Ысын айтелі көп пен. Елемен, шулай. Мен подработка шулай. Ну нормально же. Ен кешер атта жүртак получается. Кешер атта жүртак. Айың қай жақтағы? Бұл бет менің яқташым. Әбиелел егітті. Конечно, достар, потому что біздің әбиелдің егіттері бөтәлі атта юри біледі. Алар атта прямо өскендер, бала сақтан, зәңгілдәк сағынан. Алар уже атта юри білгендер. Әбиелел егіттері, настоящий башқұрт егіттер. Өмір бойы сабып жүргендер. Evet, исіміңді? Асқар, не делал-то? Прикиньте. Мен қойда оқиын ма, или что? Yok bunda просто işlem. Үфіге подработкаға келден ба? Yok bunda işlem. Они шеп аттарды яратамын. Обалдеть. Вот прикольно. А что, профессионально не занимаешься, что ли? Қайда занимаешься? Ne подрамдас? Ипподромда? Сен что, не что ли? Кем әлі анау? Немекелі, который наездник. Ф. Немекелі, Ф. Кем әлі, Ф. Блин, не хватало. Блин. Короче, наездник. Был бы башкирский наездник. Асқар. Көрдіңіз ме? Мына кто искал, девочки, принца на белом коне? Мына ол. Көрдіңіз ме? Асқар. Готовый.
Принц на белом коне. Эльмуханаттыке, Бельдыке. Evet, Асхат, кыны бар ма? Она тем более кыны его, представляете ма? Если его хотите найти, вот приходите. Она планетаның ыргәһендә, вот уже тирәлә где-то. Осликтар ыргәһендә табагы аны. Аны сразу таныйгыз. Ул осликтарның арасында зур ат менән тораса. Ул осликтарның предводителе. Evet, Асхат. Атаман! Ладно, Асхат, давай, пока. Идәлек, хаулык я. Якташыма күстәнәс биреп калдырайым хоть. Сейсерге. Мені иттеп тұрып сейсерге. Давай, пока. Пока-пока. Все, до свидания. А вы что, этот, типа этот, главарь этих наездников, что ли? Да? Че, правда? Я их начальница. А, да? Да. Прикольно. А что, у вас только тут точка получается? Ну, на горсовете катаем. А здесь что, база какая-то, что ли? Где? Нет. Ну, внизу у нас конюшня, да, есть. А, внизу. Ипподром рядышком, да? Ну и подром вот здесь, наверху. Конюшня это где? В деревне где-то? Ну, тут внизу у нас Тужиловка, микрорайон. А, Там частные дома, там конюшня у нас. понятно. Ладно, мы ваш номер сохраним, если что, Хорошо. этот. Мы часто Приезжайте, снимаем у нас с тишаками. Пони белый, черный, серый. Да? Пони всех цветов есть. Да? Белая, черная, рыжая, коричневая. Вы где набрали, Дарья? Вот здесь. Ну, у вас там много. Вы не хотите мне его подарить? Дарю. Спасибо, Дарья, спасибо. Дайте я вам тоже печеньки. Вот, Дарья. Это, между Спасибо. прочим, вы не смотрите на упаковку, они вообще очень вкусные Я в печеньки. курсе. В курсе, да? С карамелью. Да, Да. мне тоже нравятся они. Спасибо, Дарья. Хорошего вам дня. Спасибо, до свидания, Приходите увидимся. кататься. Хорошо. До свидания. Наконец-то инем башы белән. Мынау кастрюлемдә бит ашман бергә был иптәш алып кайтып киткәне бер ай тому назад. Представляете мы? И никак не хотел возвращать. Ну ладно. Эсендә нимә? Эсендә мына күстәнәс. Mana тоже hedik инде. Нет, это не мой вообще-то. Ну ладно, отдавай. Кандыр кылды. Ай, hedik короче. Hedik. А менің осындай не қайда? Контейнер. Мен не верну что? Нет, не верну. Вы затолпали, блин. Бүтәләп китәләр минем контейнердарда. Пирогтар мен, тәмлекәстәр мен, әбетәй. Тәмлекәстәр мен, ашайдар да әбетәй. Контейнерды не возвращают. Возвращай контейнер. Подвал кидем. Подвал кил, әбет, хороший, крупный, 3 штук. Все, һөйләштек. Я решился в отчаянный шаг, да, делать себе этот укол в живот, который, наверное, очень болит. Как там называется этот укол? Терзет, да. Вот сейчас еду в эргоклинику. Меня будут там смотреть, анализы брать. И потом, я не знаю, когда у меня укол делают. Сначала, наверное, анализы, наверное, ждать надо. Я боюсь анализов, потому что я боюсь вообще этих, когда кровь забирают. Это самое больное для меня. Капец. Так что, друзья, увидите, какой скоро я стану. Что, ты готова? Какой ты станешь скоро? Красивый станешь. Ты и так красивый. Ну, потому что уже все, друзья, отдышка туда-сюда. Даже на рыбалке не могу червя одеть нормально. Что делать? Червя одевать. Насаживать. Живот мешает. А нет, червь насаживать живот не умеет. Ну, потому что надо же этот приседать. Приседать? Ну, не может быть на ходу вот в кавдире. Так что, друзья, ждите. Девочки, вот вам чай пить. Это чтобы вы всегда меня делали и уколы безболезненно, и капельницы ставили безболезненно. Меня это подкупаю всегда. Это халяльный, сладкий пирог, так что... Там летит все и А мы Альберт тап келдім бит. Пока не оформились, ма? Не знаю, блин, сейчас оформляется, наверное. Тут тяжело, что за там пирог? Там легна манка на творожный сладкий пирог. Что, ты готов? Зофия, Альберта уйдем анализ алырмын. Настал момент истины. Все-таки Альберт решился снижать вес, но он не будет делать резекцию желудка. Сначала же он хотел делать резекцию желудка. После того, как я съездила в Махачкалу, он тоже увидел мой результат и загорелся. Хотел скинуть тоже, сделать резекцию. Но потом, когда увидел, что я бросила пить и бросила есть, он испугался. Его больше всего напугал то, что он не сможет пить. И он не поехал на резекцию. Потом, короче, ему один знаменитый артист, не будем раскрывать его имени, потому что он скрывает, что он таким образом
скидывает вес. Альберту сказал, что он делает уколы Тирзетта. Рустам Робертович, вы же тоже сами Тирзетту делаете, да? Да, я тебе даже могу показать результат. Ага. Да, кстати, Рустам Робертович тоже скинул вес, делая уколы Тирзетта. Так вот, продолжение истории. Альберт, короче, услышал от этого артиста, что он похудел на Тирзетте и решился на эти уколы. Сейчас сотка. Сколько здесь вы были? 125. Нифига, вы что, подкачались еще, что ли? Ну да, я на спорт хожу. Так что Альберт тоже чуть-чуть Покажите качнется. еще. Еще раз покажите, Рустам Робертович. Вот Рустам Робертович весил сколько, Рустам Робертович? 125. 125. И стали сколько? Сотка. Сотка. 25 Я- скинули? Да. Это за сколько вы скинули? За год. За год. Это За так год. медленно происходит, получается? Да. У нас все должно быть физиологично. Не надо, чтобы мы быстро скидывали. То есть вот эти вот все блудливые схемы, там, за 1 месяц 7 килограмм. То есть это со здоровьем ничего общего не имеет. Мы плавно, медленно, спокойно снижаем вес. Наша задача какая? Чтобы тонус кожи успел за уменьшением жировой ткани, чтобы у нас ничего не обвисло. Это то, как в моем случае, все обвисло же резко. Вот, Ну да, оказывается, потому что- укол Тирзетта на нем худеет очень медленно, оказывается. Да. Так Это в месяц сколько скидывают? 3-4 килограмма будем снижать. А, в месяц, да? Да, а когда мы достигнем того результата, который нам нужен, мы переходим на поддерживающую дозировку. То есть это в этом отличие Тирзетта от других препаратов типа Симавика и Оземпика. То есть мы можем находиться на поддерживающей дозировке. А те препараты, их надо постоянно в потолок дозу это делать. А здесь мы плавно, нежно, физиологично снижаем вес. Но перед тем, как начать этот курс, мы сначала сдаем 47 видов анализов. 47? 47. Делаем УЗИ щитовидной железы, делаем УЗИ брюшной полости, потому что единственное противопоказание для курса Тирзетта – это миллиардный рак щитовидной железы. Соответственно, мы должны сейчас посмотреть, что его нет, и уже дальше можем двигаться. Обязательно сдаем гликированный гемоглобин и инсулинорезистентность. Посмотрим, то есть как бы вот эти показатели, ну и плюс еще 47 видов. Целая команда производителя Тирзетты, Промомед, будет курировать Альберта. У него будет даже свой личный нутрициолог. Ой, ты звезда будешь. Сексолог. Сексолог? А сексолог зачем? А, это я сказал вслух? А сексолог зачем? Это шутка. А, шутка? Я думала, может, какое-то там снижение идет, побочный эффект. Нет, там наоборот будет усиление. Да? Да. Так что это, он с тебя слезать не будет. Нифига себе, у меня климакс, а у него усиление. Что мы будем делать? Договариваться. Договариваться. Алкоголь можно, то есть здесь запрета нету. Единственное, что поскольку у нас замедляется перистальтика желудка, если раньше мог выпивать бутылку водки, то сейчас тебе будет достаточно там Полбутылки. полбутылки, да. И тебя будет тащить это, я не знаю, ты спирт раньше в молодости пил? Да. То есть, помнишь, да, там, воды попил и опять пьяный. Есть такая ящерица аризонский едозуб. И она кушает всего лишь 4 раза в год. 4 раза в год. Нифига То есть себе. ученые начали изучать, смотреть, как так, 4 раза в год всего лишь. И выявили у него так называемый гликогон-подобный белок. Специально говорю это слово сложное, ну, как бы, чтобы было понятно, да? То, что его как бы выучить придется. И в итоге получилось то, что наш кишечник, там ворсинный кишечник есть, он тоже выделяет этот гликогон-подобный белок. Единственное то, что у этого аризонского едозуба 4 месяца работает этот гликогон-подобный белок, а у нас 2-3 минуты. Это он отвечает за насыщение. То есть, когда ты начинаешь есть, начинает выделяться этот гликогон-подобный белок, и у тебя сигнал мозга, ты сытый. Тирзетта, что физиологичный препарат такой, то, что растянули действие этого гликогон-подобного белка на неделю. То есть и в течение недели, а поэтому у нас 1 раз в неделю укольчик, в течение недели ты будешь чувствовать себя сытым. У тебя будет сигнал, ты сытый, ты сытый, ты сытый. Короче, ты в неделю 1 раз будешь кушать, Альберт. Что ты пугаешь? Нет, это я пошутила. Мужчины и так всегда боятся все, что связано с медициной. Ну вот же нервничает, аж прям спокойно сидеть не может. Не меки, а я ну спокойно утро, Альберт. Угу. Ладно, что ты? Как будто тебя на убой привезли, блин. Это твое решение, Альберт. Мы с тобой долго обсуждали этот вопрос. Ты сказал, все, я иду. Я тебя не уговаривала. Рустам Робертович вообще все препараты в первую очередь на себе тестирует, не видишь, что ли? Да, я как Луи Пастер все капельницы Тирзетты все на себе испытал. Только потом могу рекомендовать.
ну, это в отличие от многих докторов, кстати, сокращается желудок и замедляется перистальтика. То есть яйцо, которое ты съешь утром, оно переваривается только к обеду. Вот. А то, что сокращается сокращается желудок, то есть уже объем пищи у тебя будет другой. То есть вот у меня год прошел после Тирзета, я не могу есть так, как раньше. То есть я уже отменил препарат. Всё. Так что уже... А то многие говорят, типа, когда прекращают этот Тирзету колоть, потом все возвращается, типа. Нет. Поэтому задача какая? Курс, минимальный курс, голод. Потому что именно за год происходит сокращение желудка, потом очень сложно в обратный курс пойти, и поменяется пищевое поведение. То есть уже вот это самое главное, важное, то, что именно вот этот симбиоз. Желудок уменьшился, пищевое поведение поменялось. То есть ты уже там не будешь жрать там, вот так вот. Третий эффект, который есть у Тирзета, то, чего нет в других препаратах, он сразу начинает расщеплять жир. То есть у нас же почему мы как бы откладываем жир? Потому что есть фермент, который из углеводов все перекидывает в жир, а обратного фермента нет. Поэтому у нас либо дефицит не жрать, либо тягать штангу в фитнесе, сжигать жир. А здесь именно третий альтернативный путь сжигания жиров, то есть сразу запускается, то есть у нас как бы одним махом 7 рыб подбивал. Это не больно было? Не, Да не больно, это был вообще хур какая. Сразу первый вопрос, не больно ему. Да. Кис нет, образования нет. Ну там жиром, наверное, заросло. Как у меня, шеи же не было. У меня была голова и сразу это туловище. Без шеи. Ой, я буквально там недавно пересматривал. Помнишь, первую съемку у нас была? Да? Не помню я. Вообще, слушай. Интересно, да? Он загорает, представляешь, на берегу моря. Здесь инсулинорезистентность еще, это, вчера. Еще серый, еще этот. Вообще кучу анализов, блин. Все серьезно, друзья. Все серьезно. Инсулинорезистентность, гликированный гемоглобин, А этот, серый еще и сиреневый еще. Рустам, ребят, УЗИ он все прошел, да? Да. А нормально все? Ну, есть вопросы. Что случилось? Ну, это же врачебная тайна. Да блин, мы уже все снимаем, все показываем, говорите уже. Ну, это, Альберт, ты согласен? Альберт, Можно сказать, да? а что, какая-то проблема серьезная, что ли? У него жировой гепатоз. А, ну это понятно. Вы меня напугали, я думала, у него там щитовидка или еще что-то там, какие-то шишки. Все хорошо. Ага. Жировой гепатоз мы и так знаем, без УЗИ. Сами через это проходили. Меня Рустам Робертович поставил охранять место, представляете? Он, короче, из клиники увидел, что здесь освободилось место и такой говорит, иди, говорит, стой, охраняй, говорит. И сам вон за машиной поехал. Все, я освободила, охраняла. Ух ты, какая тачка. Это что такое вообще? Офигеть бесшумно. Такая бесшумная, Рустам Робертович. Это же электричка. Это полностью электричка. Ну нет, это получается. гибрид, но сейчас на электричестве. Бюртаушсух мой, офигеть. А что, вам вот такой цвет машины нравится, да? Да. Это что такое? Это типа золото, что ли? Прикольная тачка, блин. Ну все, Достар, теперь Альберт, ждем анализа, то есть. Анализы будут готовы, если все анализы будут хорошие, уже скоро, через неделю сделают первый укол Альберту. И вся жизнь у него поменяется. Я приезжаю на работу, Ага. как iPhone, достаю зарядку на... И где вы заряжаете? Сейчас покажу. Обалдеть! Прикиньте, дожили, блин. Айфоны заряжали, телефоны, сейчас машину заряжаем. Уфа, лакаем, правда. Вот это да. И прямо там. Да? Вот прикольно. Я, А сколько часов заряжается? ну, от 6 до 8. Пока я на работе, она заряжается. А потом на сколько хватает зарядка? На 200 километров. Прикольненько. Я в июне вообще ни 1 рубля не потратил на бензин, прикинь? Ни Нифига 1 себе. рубля. А получается 40 киловатт батареи, Ага, 5 рублей стоит киловатт. То есть у меня одна зарядка 200 рублей стоит. ага. Вот Тем даже, более даже умножь на месяц, если Ага. и то я не каждый день заряжаюсь. То есть это всего лишь
6000 рублей. 6000. Это получается гибрид электрический и с бензином, да? Да, да. Причем, в отличие от всяких других моделей, не будем рекламировать, да? Ага. Здесь получается ДВС, ну то есть бензиновый, может и заряжать аккумуляторную батарею, и сам крутить колеса может. Все, давай. За Альберта особенно спасибо. Надеюсь, он тоже как вы похудеет. Ты молодец, то, что его привела, потому что... Ну мы месяц уже об этом говорим. Он же вот то, блин, у него, он отмазки какие-то придумывал. Кое-как вот. Ага, ладно, спасибо. Сейчас будем следить. Итак, друзья, процесс пошел. Будем наблюдать за похудением Альберта. Сможет ли он похудеть, сможет ли сбросить, пить бросить. Все увидим, узнаем. Но нет, если анализы будут хорошие. Меня не видно, наверное, потому что по тоннелю едем. Ага. Было капец как больно. Эй, чё врешь, бля? Аркиша бурка твой там весь. Не, нормально было, короче. Больно все равно. Ой, бля, удахса. Сделали мне все анализы, взяли, сказали, что у меня там какой-то гепатоз. Вот. Жировой гепатоз, у тебя печень. вся печень в жиру. Вот. Ну, блин, а это взяли, кровь взяли. Вот видите, отсюда. До сих пор не могу брать, боюсь, там может кровь появится. Все анализы сделали. В вашем спирту крови не обнаружено, директор. Вчера, потому что мы погуляли там чуть-чуть. Уже так пить не сможешь, когда этот укол начнешь. Уже сегодня обратной дороги. Ты уже будешь зожник, как я. Капец. Нет, вот, там Роберт сказал, можно пить, но не так много, как раньше. Если раньше, там, грубо говоря, человек пил там бутылку водки на одного человека, теперь, говорит, со стаканом можешь улететь просто. Все твои друзья разбегутся. Почему разбегутся, если они преданы друзья, зачем они должны разбегаться? Обычно же так бывает, если кто-то бросает пить, то друзья расходятся, разбегаются. Ай-яй-яй. Итак, короче, здесь у нас Горбуша и Минтай. Минтай попросил Альберт, а Горбуша Азаленко. Бертас, представляете, Бертас балык. Сюда, короче, мы отправляем бутарганцы майонез. И потом, короче, каймак, подсолнечный май. Потому что был сухой рыба. Поэтому мы так делаем жирненько. И потом, короче, пирожок такой. Все, наверное, знают готовить, а я рыбу. Сам простой рецепт. Кургетіп жүріп был. Бутарганцы бурус. Отправляем лук полукольцами. Вот так вот. Лук шум стоит очень вкусный. Да. Ветром проветрила. Ветром проветрила. Заветрила. Такое чувство. Да. Ощущение ощущается. И лимонный сок. Можете не класть лимонный сок. Кто как любит. Вообще, очень легкий рецепт. Очень. И быстро готовится. Купил рыбу. Майонез положил, сметану положил, посолил, поперчил, лугом положил, лимонный сок положил, перемешал. И уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, декабрь, январь и февраль. И все это выкладываем на лист, друзья. И все, понимаете, весь рецепт. Прикиньте, это очень супер легкий рецепт. Его может сделать любой, абсолютно, даже ребенок. Вот, смотрите, вот эту хугану потом испношать пхалпсалат. Можете орагна. Ну вот и все, друзья. На все про все заняло где-то минут 10. Прикиньте, 10 минут. И все. Блюдо готово. Ставим в духовку. 20-25 минут. Выпекаем при температуре 180-200 градусов. И золотая легкана. Кыздарым сәлеметті. Почему сам Альберт не пришел, сказали? Мы только ему рыбку продаем, теперь. Вру, конечно. Друзья, мне приготовили рыбу, только красную рыбу я не люблю, мне белая. Двух видов рыбы здесь. Вот теперь только... Чего? Вот это не моя рыба. А где моя вообще? Вот это я вижу, что минтай. Вот это минтай. Ну, мы набили костеры минтай. Короче, маленький минтай, а большие не минтай. Очень люблю минтай. Давай ложи минтай. Ложи минтай. Я не знаю, что. Весь минтай, который есть. Вот это. Ну, вам красная рыба, мне минтай. Охренеть. Нет, ну, сначала вот штучек 6-7, поех съем еще потом. А гимбитек ты что не лезет? Ну, рыба же это диетическая. Диетическая. Не мягко түсірген. Қара неме балық түсіріп тектір, мен түсірмей нифига. Жира. Я говорю, ты только что говорил, я есть не могу, а қазір уже. Қойрағын берейін. Бер.
Это новый рецепт. Какой это? Майонезный рецепт? Майонез. Майонез новый. Майонезный рецепт. А давайте майонез, сметана, лимонный сок. Майонезный рецепт. Учите.